Основа, а, если мы говорим о традиции, о культуре, языке, это всегда большой плюс, потому что носителями культуры, как бы мы ни хотели, это все-таки наши старшие. Будучи человеком, да, работником в сфере туризма, ты должен быть развит, разносторонне развит. У нас все держится на энтузиазме, к сожалению. Мне скажут: Денис, вот что-то в детстве, мне кажется, ты не прав, должно быть вот так. Если это здоровая критика, я всегда это принимаю. Но когда вы знаете, критика ради критики, я бы посоветовал людям постоянно не смотреть назад. Изучение истории важно для того, чтобы не совершать ошибок в будущем и в настоящем. Денис, я благодарю тебя за то, что ты нашел время и уделяешь сегодня его нам. Спасибо большое, Эсма, за приглашение. Рад сегодня здесь быть вместе со всеми вами. Расскажи, пожалуйста, о своей семье. Какая она, где ты рос, какие-то детские воспоминания, возможно, запечатлелись у тебя в памяти? Я сам из села Губ, мой род идет именно оттуда. Семья у меня традиционная, абхазская. Будучи человек, который вырос в абхазской деревне, в традиционной абхазской деревне, бабушка, дедушка, мать, мои дяди всегда мне давали традиционную, будем так, воспитание абхазскую, о нашей культуре, нашей традиции. Много чего мне всегда рассказывали. Вот. И поэтому я считаю, что все-таки, знаете, сегодня все-таки даже в наше современное время детям обязательно нужно давать традиционное абхазское воспитание, отправлять их в деревни к дедушкам, к бабушкам, потому что, как мы все знаем, всегда наши традиции, наша культура, наш язык, оно сохраняется именно в деревнях. Это на самом деле очень-очень важно. Основа, если мы говорим о традиции, о культуре, языке, основа дается жить в себе. Это очень важно на самом деле. Если в семье есть люди, кто соблюдают традиции абхазские, кто мог тебе передать эту традицию, вырасти у дедушек и бабушек, это всегда большой плюс, потому что носителями культуры, как бы мы ни хотели, это все-таки наши старшие, и это на самом деле очень важно. И безусловно, что мое определенное мировоззрение, на мое воспитание, естественно, повлияли мои старшие, которых я вырос в абхазской деревне. Расскажи о периоде, когда ты учился в школе. Возможно, какие-то учителя, которые как-то повлияли на твое мировоззрение. Ну, вы знаете, мои школьные года и мое детство не отличаются от жизни, не отличался от жизни многих других тысяч детей. Пошли в школу, учились. Да, было тяжело. Вы знаете, сегодня очень многие жалуются там на школах или еще что-то. Я вам хочу сказать, что мы выросли и учились в довольно-таки сложных условиях на самом деле. Когда ты приходишь в школу, холодно. Я помню, окон не было там. Застилали эти окна там чем-либо и так далее. У нас печки, я помню, стояли в классах, так мы грелись. Да, было тяжело, но, знаете, как-то мы учились. И, наверное, в какой-то степени это давал нам стимул. Мы хотели стремиться к лучшему, к большему. Вот. Пошел в школу в 1996 году. У меня был замечательный педагог. Вот. Это Кварча Светлана. Замечательный педагог. Если она меня увидит, ей большой привет. Вы знаете, как это была история. Я во 2 классе, я учился в 7-й школе, это ныне депо, район так называют, здесь в Сухуме. И уже в 2 классе наша семья переехала жить в село Дранда. И естественно, что с тех пор я своего первого педагога никогда не видел. Ну, я уже закончил школу, пошел в армию, поступил в университет. И как-то так сложилось, что мне захотелось увидеть своего первого педагога. Я ее нашел, вот, взял подарки, цветы, пошел к ней. Вы знаете, это была такая радость на самом деле. И вообще, знаете, своих педагогов никогда нельзя забывать. Кварча Светлана замечательный человек, замечательный педагог. И, вы знаете, вот это вот все-таки, она настолько теплый человек, и я всегда не вспоминаю с теплотой на самом деле. Это очень важно, когда ты идешь в школу, какие у тебя первые педагоги,
Вот в Дранде, когда я учился в Дранской школе, там мне попалась Адлиба Ирина Мироновна, замечательный педагог. Она сейчас живет в районе Бабушера, около аэропорта. Вот. Мне вообще как-то, знаете, по жизни, мне кажется, я считаю, что мне повезло с педагогами, что в школе, что в университете. Они очень сильно повлияли на мое мировоззрение, наверное, так говорить. Да, я слышала, когда достаточно знаменитые люди, состоявшиеся личности, говорили такие фразы: «Мне повезло, рядом со мной были прекрасные учителя». Это, конечно, играет большую роль в формировании личности человека. Да, конечно, потому что мы все же понимаем, какая была ситуация после войны. Вот. И это очень важно, на самом деле. Я тоже помню, когда я была студенткой, я навестила свою учительницу начальных классов, и она так была рада, так была счастлива. Не стоит забывать хороших педагогов. Конечно, однозначно. А вот в университете как ты выбрал факультет, как там складывалась твоя жизнь? Если честно, я вообще не собирался учиться на историка. Изначально я поступал на географический факультет. Я там отучился 1 год, и я потом был вынужден уйти с университета, потому что у нас в семье были определенные сложности и трудности на самом деле. Сейчас я не буду об этом здесь говорить, но действительно было очень сложно. И, вы знаете, уходя с университета, я сказал, что я сюда обязательно вернусь. Я вообще с детства очень любил географию, я очень любил ботанику, вот такие предметы. Вот, историю очень любил, но больше всего я обожал именно географию. И у меня такая была мечта, что я вот вырасту, я стану географом. Вот. И я действительно поступил на географический факультет Абхазского государственного университета. Из определенных сложностей в жизни я был вынужден уйти, потому что были очень серьезные проблемы у нас в семье. Но, вы знаете, вернувшись в университет, я в итоге все-таки поступил уже на исторический факультет, но так в моей жизни сложилось, что моя любовь к географии, будем так говорить, меня сопровождает всю мою жизнь, потому что, будучи студентом уже Абхазского государственного университета на факультете истории, моя научная работа, значит, сперва бакалаврская работа, потом магистерская работа, была связана с географией. Вот. Потому что ныне уже моя диссертационная работа, в том числе, все-таки связана с географией. Вот. Это историческая картография по истории Абхазии, по истории Северо-Западного Кавказа, 13 и 18 века. Я занимаюсь изучением картографии европейской, занимаюсь изучением карт Османской империи, занимаемся переводами этих топонимов со староосманского и так далее. На самом деле очень-очень интересная тема. Здесь как бы связь истории с географией. Как образование, связанное с подобной темой, с подобным направлением, влияет на твою личность в целом? Смотришь ли ты иначе под каким-то определенным углом на какие-то вещи? Да, конечно. В любом случае, знаете как, когда ты начинаешь углубленно изучать историю своего народа, основная моя специализация именно Средневековье, позднее Средневековье, картография, но параллельно с ним ты, конечно, читаешь много других материалов, документов, и, конечно же, ты для себя какие-то вещи узнаешь о своем народе, об истории своей страны. Бывает, что ты вот как-то думал там, скажем, о какой-то моменте истории, да, что было вот так, а потом понимаешь, что, кажется, не совсем так это было. Да? Но это нормальный процесс. Ты занимаешься изучением тех или иных материалов, ты открываешь для себя какую-то новую информацию, новые страницы в истории своего народа и своей страны. И, конечно же, твое отношение к истории в какой-то степени, конечно же, меняется. Мы должны понимать, что Абхазия и абхазы, наша история, это часть мировой истории, это часть истории Кавказа. И надо понимать, что Абхазия, абхазы, их история не развивалась изолированно от всех. Да? Мы контактировали с разными народами, что на севере, что на западе, что на востоке. Это нормально. И, конечно же, кроме того, что вот ты изучаешь историю своего народа, параллельно мне удается читать и изучать, там, скажем, историю других соседних народов. И ты находишь взаимосвязь с теми народами, с этими народами. И это очень на самом деле ценно. Это учит какой-то терпимости? Да. К тем или иным событиям, да? Конечно. Знаете как,
Я понимаю, что всякое бывает, да, вот в нашем современном мире, скажем, да, вот бывают конфликты между народами, да, но как бы мы какие-то вещи не отрицали бы, безусловно, мы, абхазы, имеем связь со всеми нашими соседними народами. Мы чем-то на них влияли, они на нас чем-то влияли. К этому не нужно относиться отрицательно. Это на самом деле большой опыт Да, для нашего естественный народа. процесс. Конечно, это естественный процесс. Вы знаете, я всегда говорю, а скажите, а где такого нет? Вы возьмите историю любого народа. Соседние народы всегда, их история переплетена между собой. Это нормальный процесс. Так что, Даже больше положительно кажется, что мы не изолированы были. ну, вы знаете, если бы история Абхазии и вообще наша история была бы изолированная, наверное, у нас не было бы той культуры и той Да. истории. Это Да. однозначно. Культура обогащения идет таким естественным процессом. Естественно, конечно, однозначно. Вы знаете, ну, не знаю, наверное, в мировой истории только изолированно живут племена Сентинельских островов, да, в Индии, куда, да, никого не пускают, да, чтобы они там жили, они там до сих пор живут как в каменном веке. Так что вы знаете, на самом деле, если бы, не знаю, если не было бы таких связей с другими народами, с цивилизациями, непонятно, какая была бы у нас история. Поэтому на самом деле это очень важно. Ну вот в период университета были какие-то тоже определенные трудности, связанные с обучением? Там элементарно добраться до университета, возможно, тоже также не прогревались помещения. Как себя вели педагоги в тот период? Пытались ли они морально поддержать, что надо идти вопреки обстоятельствам? Как я вам уже говорил, на самом деле с педагогами мне очень повезло. Конечно, сейчас сказать, что все было идеально, нет, конечно же. Это, ну, бывают свои изъяны, в плане учебы тоже, но это нормально. Я всегда говорю о том, что личность человека формируется в сложных ситуациях. Вы знаете, если у тебя вообще будут всегда и везде идеальные условия, ты, знаете, как тростник, да, вот, все-таки характер человека формируется, закаляется в сложных ситуациях, Через в сложных сталь. событиях, конечно. И естественно, что в плане учебы наши педагоги нам всегда старались помочь. Это однозначно факт. Вот, скажем, вот у нас в университете, да, работают прекрасные педагоги, которые нам дали прекрасное образование. Вы знаете, я всегда говорю, что тот, кто хочет учиться, он всегда будет учиться и везде. А тот, кто не хочет учиться, я не знаю, там отправь его в Кембридж, он там тоже не будет учиться. Да, конечно, ясное дело, что есть определенные проблемы в университете. Конечно же. Но если ты хочешь чего-то добиться, если именно у тебя цель обучиться чему-то, в современном мире, мне кажется, никто этому не мешает, правда же? Тем более в наше современное время, да, когда есть технологии определенные. Изучай, читай, смотри, это не проблема. Вы знаете, можно целый день сидеть, я не знаю, там, в Фейсбуке, в Инстаграме сидеть, там, листать видео, да, а иногда просто можно взять, наверное, открыть интернет, там огромное количество информации, огромное количество книг, очень хороших по истории Кавказа, по мировой истории, да, и так далее. Почему бы нет? Например, у меня вот дома есть 3 замечательных книги, значит, еврейского ученого, израильского ученого Юваля Ноя Харари. Блестящие просто книги, в бумажной версии, да, у меня дома есть эти книги, но у кого нет возможности их купить, ты можешь зайти в интернете, да, они в интернете тоже есть, стоит почитать, это на самом деле очень интересные книги. И поэтому современные технологии почти, да, вот тебе дают возможности, безграничные возможности для обогащения знаниями, так что я думаю, с этим проблем на самом деле нет. А сложности, конечно, не были, где их не бывает. Какие личности для тебя являются примером для подражания? Какие личности сказались в формировании твоей личности? Какие сегодня имена ты можешь выделить, из трудов которых ты подчеркнул что-то полезное для себя? Ну, знаете, в первую очередь, если говорить о формировании личности и почему мировоззрения, ну, это мои старшие. Если мы говорим о науке, это, конечно, наши абхазские исследователи, в первую очередь. Давайте возьмем того же Дидзария, Юрия Николаевича Воронова. Возьмем работы Владислава Григорьевича Арценба и других исследователей абхазских. Когда ты читаешь их работы, эти же работы были в советское время,
когда были довольно-таки сложные времена. И несмотря на эти трудности, на сложности, они писали, они делали. Они оставили на самом деле огромный фундамент, на котором мы сегодня зиждемся. А наше дело это продолжить. И сегодня, в современное время, нам же ведь никто не мешает это делать. Возьмем Шалва Денисовича Налыпа. Да, конечно, ясно дело, что в те далекие времена где-то они могли ошибаться, еще что-то, но многие вещи ведь делались на энтузиазме. Они прошли довольно трудные времена, но они сделали, они оставили огромный след в нашей истории. И нам есть чем гордиться на самом деле. И поэтому нам надо стремиться уже развивать то, что они сделали. Конечно, как это сегодня получается, другой вопрос. Вот. Но на самом деле, вы знаете, я вообще считаю, что здесь, в Абхазии, наше население, к сожалению, есть такие моменты, когда некоторые люди даже не читали их труды. Такое тоже имеет место быть. Вот. Ну, я понимаю, что в современном обществе мало читают. Но это явление такое общемировое, да, в разных странах мира. То есть мы возьмем, посмотрим на статистику, действительно люди мало читают. И это проблема, конечно же. Вот. Но над этим тоже, наверное, надо как-то в современное время доносить до людей информацию. Это важно. Я с тобой полностью согласна. У меня такой еще вопрос дополнительный, никак не умаляя достоинства многих заслуженных деятелей, но не кажется ли тебе, что сложные времена рождают сильных людей, а вот более такие комфортные времена, они рождают людей, которые не плывут против течения, не вопреки, а по? Да, это всегда имело место быть. И вообще, если мы откроем мировую историю, мы увидим, что это везде так. И в нашем обществе это тоже не исключено. Это всегда имеет место быть. Вот, вы знаете, вот мы же, скажем, вот мое поколение людей, да, это люди, которые вот выросли, да, в очень тяжелых условиях. И это борьба. Вообще жизнь ведь это борьба на самом деле. Да, это простая истина, которую мы знаем мы все. И вот мой опыт, да, будь это в школе, будь это в университете, я понимал, что мне нужно учиться. Мне нужно двигаться вперед, если я хочу чего-то добиться. Потому что поддержки нет. Семья, вы знаете, мы многие из простых абхазских крестьянских семей, да, у нас нет миллионов. Вот, и надо понимать. И ты это осознаешь, и ты пытаешься двигаться вперед. Поэтому, конечно же, когда ты живешь в очень сложные времена, это всегда тебя закаляет. Однозначно. Поэтому, вы знаете, как сказать, тяжелые времена все-таки иногда нужны, чтобы рождались сильные личности, сильные люди на самом деле. Да, это выбор все-таки каждого человека. Я буду идти дальше, вопреки обстоятельствам, или все-таки внутри это даже сдамся, что ли, так? Слушайте, иногда нужно идти и против системы, если это надо. А что, разве наши ученые в советское время зачастую не шли против системы? Если бы они бы зачастую не шли против системы, наверное, у нас не было бы сегодня то, что у нас есть. Да? Труды многих наших исследователей. Их просто бы не было бы. Если бы, вы знаете, каждый из них сказал бы, как бы, я вот не буду этого делать, потому что вот как бы система от меня требует, да, этого не делать. Не появились бы эти труды. Поэтому надо иногда, да, плыть против течения, не сдаваться. Это очень важно. И это всегда создаст иногда очень хороший фундамент. Вы знаете, я всегда говорю, я за справедливость. Всегда нужно относиться справедливо к народу и к своей стране. Ну и быть честным, в первую очередь. Мы всегда говорим об истории. Знаете, как история тоже. Я всегда говорю, нужно говорить об истории справедливо и честно. Какая она была. Как у любого народа, у нас тоже есть какие-то свои плюсы, свои минусы. Это нормально. Не бывает идеальной истории. Не бывает ни у одного народа идеальной истории.
что... Вообще, на мой взгляд, история Кавказа — это как разбившаяся мозаика. И самое интересное — это ее собирать. А люди почему-то, наоборот, отрицательно, негативно, стрессово, неустойчиво относятся к этим моментам. Я как-то ездил в Кабардинку, и там есть старый парк, называется. И там вот в этом парке, там как бы культура Индии, там культура Кавказа, и там есть Дом Кавказа. Я зашел туда, и там все об истории Кавказа. Там на самом деле очень интересное такое вот строение, здание. И я вот хожу по этому музею, да, как говорит, по этому музею, Дому Кавказа. И я там, вы знаете, увидел разбитый кувшин. Этот кувшин как бы собрали, ну, те частички, которые, да, вот сохранились. Где-то часть кувшина нет, да, где-то оно там есть. А внизу написано «Хрупкий мир Кавказ». Знаете, есть над чем на самом деле задуматься. В этом глубокая философия. Хорошо, тогда перейдем к периоду, когда ты закончил университет, ты продолжил заниматься научной деятельностью. Мог бы ты об этом периоде немного рассказать нам? Честно, я тут учился 5 лет в бакалавриате, потом 2 года еще в магистратуре, это 7 лет. Потом я год сделал перерыв. У меня возникли проблемы со здоровьем на фоне учебы, работы, потому что я параллельно еще работал. Потому что учебу я сам себе оплачивал, работая. И через год я вообще думал, продолжу ли вообще заниматься наукой и историей. У меня такой вопрос стоял. Но, вы знаете, меня уговорил пойти в аспирантуру, царство ему небесное, Олег Ухутович Пгашба, известный наш ученый, археолог. Он мне позвонил и говорит: Денис, тебе надо пойти учиться обязательно. У тебя такая интересная тема, позднее средневековье, картография. А к тому моменту я уже занимался поиском первоисточников по истории Абхазии, вообще Западного Кавказа, в европейских архивах. Я платил деньги, делал перевод. И он говорит: это очень ценно, надо заниматься, это надо, обязательно, пойди. И так сложилось, что действительно я пошел в аспирантуру. У меня руководителем научным стал Олег Ухутович Пгашба. Вот. И мы 4 года почти мы с ним поработали. Мы сделали немало переводов тех источников, которые никто ранее не переводил. Он очень скрупулезно относился к моей работе. И вы знаете, он был замечательный как человек на самом деле, как руководитель, потому что, вы знаете, что было самое ценное? Вот он археолог, я занимаюсь поздним средневековьем, это медиевистика. И вот я напишу там какой-то там параграф, главу там какую-то, я принесу ему, чтобы он ознакомился, почитал. И вы знаете, он мне никогда не говорил, что вот здесь вот ты не прав, а вот должно быть только вот так. Он говорил: ну, Денис, знаешь, мне кажется, что вот здесь можно сделать вот так. Ну, ты подумай над этим. Вы знаете, научный руководитель не должен давить на своего ученика. Говорит, что здесь ты не прав, там ты не прав, это вот не так. Нужно уметь в правильное русло направить своего ученика. Неважно, ты там историк, на экономиста учишься, там еще там на кого-то. Человек должен думать самостоятельно. И на самом деле я очень ценю в этом человеке это качество. Вот, к сожалению, его не стало. Он, вы знаете, последние, наверное, 1,5 года он мне говорил: Денис, заканчивай работу побыстрее, побыстрее, от тебя надо защититься. Вот, и, к сожалению, так сложилось, что мы уже практически завершили уже работу, и, к сожалению, его не стало. Очень жаль, конечно, что так сложилось. Вот, потому что он очень хотел, чтобы эта работа закончилась, я защитился, потому что для нас, на самом деле, мы с ним проделали огромную работу почти за эти 4 года моей учебы в аспирантуре. Ну, работа написана, уже готова, находится на редакции. Тема моя связана с поздним средневековьем. Это Абхазское княжество, 13 и 18 века по средневековым картам. Но дело в том, что
карты, они еще связаны с источниками письменными. Потому что, вы знаете, очень часто, когда, скажем, в тех же некоторых европейских странах они издавали какие-то атласы, какие-то карты, к ним идут тексты, где они разъясняют, объясняют о разных государствах, о разных странах, об условных границах тех или иных государств. Мы же понимаем, что понятие границы, да, в современном понимании нельзя переносить на Средневековье, да, вот это все было очень так условно. Но да, люди это, переносят. да, да, имеет место быть, да, то есть это владение феодалов определенных и так далее. Вот. Ну, мне кажется, так получилось неплохо. Но, вы знаете, да, с Богом мы защитимся, выпустим. Я думаю, люди оценят. Пускай люди оценивают то, что мы сделали. Да, конечно же, у меня, кстати, дома еще огромное количество материалов, которые мы так до сих пор не перевели. Но невозможно в дистанционной работе все это вот сделать, потому что должна быть и другая работа, монографическая отдельная. И ну, будем над этим работать. А наш труд с Олегом Хотовичем Гашба, пускай оценит уже наш народ. Я могу ремарку сделать? Я знаю из достоверных источников, что порой переводы обходятся в 20-40 тысяч рублей. Откуда у тебя, с учетом того, что нет какого-то финансирования извне, откуда ты брал эти деньги и как ты оплачивал переводы? Причем это же не единожды, это колоссальное количество переводов, которые бесконечно, поток шел и шел. Да, ну в наше современное время все упирается в деньги. Переводчики профессиональные. Найти источник в первую очередь. Покопаться в каких-то архивах электронных и неэлектронных. Договориться с переводчиками профессиональными. Оплатить им. Это все на самом деле так-то легко и большой труд. Да, действительно, это обходится в немалую копейку. Это действительно правда. И это все энтузиазм. Потому что все это оплачено из моего личного кармана. Практически. Перейдем к этой части. Откуда этот карман? То есть где ты работал? Я работаю в сфере туризма. И я хочу сказать, что то, что вот я вот зарабатывал и зарабатываю, да, особенно в период, когда я учился, конечно же, немалое количество денег у меня уходило именно на мою учебу в аспирантуре. То есть ты работал экскурсоводом, работаешь экскурсоводом, часть заработанных денег ты тратишь на переводы? Большая часть. Больше. Тебя это как-то внутри коробит или наоборот стимулирует? Вопреки, постоянно звучит фраза в голове. Мы же все люди. И, конечно же, если я вам сейчас скажу, что у меня такие мысли не возникали, что вот я вот это все делаю, вот, бывали мысли, да, уже надоело. А что было мотиватором, чтобы ты продолжал? Ну, в первую очередь, мне самому интересно то, чем я занимаюсь. Ты должен любить то, что ты делаешь. Вообще в любом деле. Будь это работа, будь это твоя учеба. Если ты не любишь то, чем ты занимаешься, ты после себе испортишь нервы и здоровье. Конечно, там могут возникать мысли, да, там вот потрачено там, немалое количество денег и так далее. Но, с другой стороны, вы знаете, я получаю какое-то невероятное удовольствие, когда я получаю перевод, сижу и читаю что-то новое о моем народе, что-то новое о своей стране. Я еще знаю, ты книги покупаешь. На аукционах даже. Да, имеет такое место быть. Да, я на аукционах покупаю книги. Это правда на самом деле. Потому что есть такие материалы, которые ты не найдешь нигде в современное время. Они там были выпущены, там, скажем, в 19 веке, что-то там в советское время. В интернете их попросту нет. Но, вы знаете, есть огромное количество людей, которые еще с тех времен сохранили какие-то вот материалы, книги дома, да. Вспомните, вот так, даже у наших дедушек и бабушек, да, раньше в советское время было уже принято, что дома есть библиотека. Это сегодня уже как бы это не популярно, люди не читают, а в то время там целые стенды были, да, с книгами. И по возможности я выкупаю эти книги. Конечно, не всегда, правда, есть время их читать в силу своей занятости, аспирантской работы и так далее. Вот. Ну, вы знаете, кроме аспирантской работы, параллельно я еще готовлю материал
Вот. В общем, у нас с Олегом Хотовичем Багажевым была мечта об издании одной работы. Вот. Но, надеюсь, даст Бог, я обязательно эту работу закончу, выпустим, я надеюсь на это. Поэтому, конечно, да. Работа экскурсоводом, может быть, для незнающих людей кажется, что человек тратит какое-то количество такого своего времени, и дальше он свободен. Я один раз просто наблюдала за твоей работой из первоисточников, так сказать. Ты в 3 часа ночи встал, поехал на границу в 5 утра или в 6 утра, буквально через несколько часов вернулся. Туристы должны были позавтракать, и дальше вы уезжали куда-то очень далеко, чуть ли не в сторону гор, и вся эта экскурсия длилась не несколько часов, а несколько дней. Как ты выдерживаешь, находишь время для научной деятельности, еще параллельно для других дел? Это просто очень сложная профессия. На самом деле, да. Вот, знаете, как если ты работаешь добросовестно, вкладываешь душу в свою работу, это очень тяжелая работа. Сейчас про экскурсию ты говоришь. Да, конечно. Это тоже мы 2 дня, 3 дня работаем, да, с одной и той же группой. Сложно. Но и в этой профессии надо любить людей такими, какими они есть. А они Вот. разные. Они разные, да, действительно. Люди бывают действительно, да, вот кто-то там, знаете, капризничает, там, второй там еще что-то, третий. Но вы знаете, это как иногда меня спрашивают: Денис, как вы все это вспоминаете? Потому что я обо всем рассказываю, потому что экскурсия же это же не лекция по истории Абхазии. Это рассказ, показ объектов, где ты должен знать и топонимику, и историю, и архитектуру. Все-таки, будучи человеком, да, работником в сфере туризма, ты должен быть развит, разносторонне развит. Ты постоянно должен работать над собой, если ты хочешь работать. Вот. Только тогда тебя ценят как работника. Это очень сложно. Иногда бывают такие моменты, да, я не знаю, в 5 утра встал, и ты работаешь до поздней ночи, целый день на ногах, больше, я не знаю, 12 часов. Действительно, очень-очень сложная профессия. Но, вы знаете, тут есть еще один маленький момент. Твое отношение к людям очень важно. Когда ты встретил своих гостей, как ты их встретил, как ты к ним относишься. Вы знаете, люди подсознательно это чувствуют и видят. Это очень важно на самом деле. Вот, и поэтому, вы знаете, иногда говорят: Денис, как вы все это запоминаете? Я говорю: не спрашивайте, не знаю. Были какие-то курьезные моменты? Вы знаете, конечно, всякое бывает на расскажи, на работах. Но на нашей работе как-то у нас была история, вот когда я вообще начал работать в этой сфере первый раз. Что вы понимали, вообще у меня до начала работы в сфере туризма я вообще работал совершенно в другой сфере. А то, что я буду работать в сфере туризма, я никогда не думал. Так сложилось. Это тогда что судьба, наверное, да. Потому что я никогда не думал, что буду в этой сфере вообще работать. У меня вообще мысли никогда не было. И вы знаете, я сижу у себя на работе, и у меня тут звонок на телефон, спрашивают: вот вы тот человек? Я говорю: да, я тот самый. Они говорят: а вы не хотите поработать в сфере туризма? Я так, знаете, подумал: не знаю, может быть. Они говорят: ну вы подумайте. И на этом разговор закончился. И вот проходит несколько месяцев, опять у меня звонок на телефон. В общем, как-то все это закрутилось, завертелось. Например, когда у меня была моя первая экскурсия на большом автобусе, вы знаете, я захожу в автобус, и ты видишь, это же 40 человек, 50 человек, да. Не каждый человек может выступить перед людьми и начать что-то рассказывать, да, что-то говорить. Какая-то внутренняя боязнь, да, вот присутствует. И вы знаете, я так это посмотрел на полный автобус людей, и вы знаете, как будто я не знаю, что вообще рассказывать. Я так поздоровался, я так поворачиваюсь, и автобус едет с границы. И знаете, водитель так на меня уже странно смотрит. Я же должен что-то начать рассказывать, да, бывает. И значит, а потом я про себя думаю: слушайте, в конце-то концов, я же историк. Я все могу. Да, я все могу, я же знаю. Да. И вы знаете, как-то все так
пошло-поехало. Очень даже хорошо, я могу сказать, на самом деле. И сегодня, я не знаю, не то, что там 50 человек поставить передо мной, хотя, не знаю, 2000 человек выступлю и расскажу, да. Так что, да. Но это тоже формирует, оттесывает так характер человека. Вы знаете, я своим гостям говорю, что с ними я стал психолог. Даже так, да? Конечно. Потому что ты же сталкиваешься с разными людьми, с разными национальностями. Со своим менталитетом. Конечно. Кто только у меня не был. Да? И россияне, и казахи, и белорусы, А кавказцы приезжают? украинцы. И кавказцы были, чеченцы, черкесы. Вот. Из Панамы были у меня здесь гости. Вот. Конечно, из самых разных стран мира приезжают разный контингент людей. И есть чему на самом деле у них поучиться. Вы знаете, я всегда говорю о том, что вот ты, если ты понимаешь гостей, если ты там искусствовод, скажем, да, твоя цель не только, знаете, там что-то рассказать, да, и все. Нет. Контакт очень важен. Поговорить с людьми о чем-то, да, как они живут. Они тебя спрашивают, как ты живешь. А ты какие-то вещи для себя интересно узнаешь на самом деле. И это очень интересно, я вам хочу сказать. Меня этому многому научило. И, знаете, у меня на сегодняшний день огромное количество знакомых, друзей за пределами Абхазии. Они меня приглашают, я езжу, бываю. Это на самом деле имеет свои большие плюсы. Но вот нужен ли характер, чтобы удержать их? То есть, чтобы не произошло так, как бунт на корабле? Или это к этой профессии нет? Все зависит от группы. Вот ты зашел, ну это опять-таки опыт, конечно же, да, оно моментально не появляется, как и в любой сфере. А вот ты зашел, там, в течение 20-30 минут ты уже видишь примерно, какая у тебя группа. И тактику выбираешь поведения? Чуть-чуть тут строже, тут мягче, тут улыбчивее? Да, конечно, конечно. Надо уметь, во-первых, себя показать. И, во-вторых, конечно же, люди приехали узнать о твоей стране, о твоем народе. Ты должен быть очень-очень подготовленным. У людей масса вопросов. Вы знаете, да, бывает такая ситуация. Вот мы недавно ездили на один объект. Ну, я людям дал время, они там пошли. И, вы знаете, я так взял чай, пошел там в кафешка, значит, сел в самый дальний угол, подальше от всех. Ты же устаешь все-таки, да, целый день с людьми, на ногах стоишь. Думаю, так, сейчас я вот немножко отдохну, пока они там находятся. И как вы думаете, тут к мне подходит туристка, садится прямо передо мной. Я про себя думаю, да, сейчас начнутся куча вопросов. В общем, отдохнуть не получилось. Люди обо всем спрашивают. Обо всем. Я не знаю, вплоть до того, что почему тебя зовут Денис, потому что все думают, что я русский, светлый. Ну, как бы представление многих людей, это не только, мне кажется, в России, да, кавказцы все-таки темные, да, такие, может быть, там где-то какая-то черта лица и так далее. И вплоть до того, что «А сколько у вас разводов в Абхазии?» Да, даже об этом спрашивают. Об экономике спрашивают, о языке спрашивают. Людям все интересно на самом деле. Поэтому, вы знаете, если люди видят, что ты действительно можешь им дать информацию, если тебе не видят интересного человека, они на самом деле и отношение к тебе будет совершенно другое. Уважительное, как минимум. Конечно. Я понимаю, что, безусловно, как мы раньше говорили, да, ранее, туристы все разные, люди все разные, безусловно, но в целом и в общем, ну, могу сказать, слава богу, у меня большинство туристов, на самом деле, очень люди положительные. И бывали моменты, когда люди приезжали с одним мнением об Абхазии. И они уезжали совершенно с другим. Я всегда скрупулезно объясняю, говорю, бывают и провокационные вопросы. Бывает. Но не надо, если даже человек тебя спросил о чем-то, что тебе неприятно, не надо ему грубить. Не надо говорить, что вот, вы не правы. Твоя задача донести человеку, что мой народ вот в этот момент был прав. Спокойно, не ругаясь, не повышая тон. Да, на это нужны нервы, на это нужны силы. Кто сказал, что это легко? Слушайте, но это тоже важно.
Это тоже часть той, будем так говорить, информационной борьбы. К нам приезжают миллионы туристов. И ты обязан, ты должен, если человек, вы знаете, был такой момент, когда там, скажем, встал вопрос по поводу Грузии, да, о наших взаимоотношениях, и человек говорит, ну, вы знаете, я вот слышал вот так. Это должно убедить, что наш народ прав. Вот в этой конкретной истории. Так что это тоже надо уметь подходить, надо уметь найти дорогу, ну, так сказать, к сердцу человека. Вы знаете, я всегда говорю, когда люди уезжают, я им говорю, я хочу, чтобы вы оставили кусочек своей души, чтобы вы вновь вернулись в страну души. Денис, сколько лет ты работаешь в туристической сфере? Уже 9-й год. На твой взгляд, исходя из твоего опыта, какие у нас плюсы и минусы в этом направлении, какие пробоины, что нужно срочно исправить? Возможно, ты знаешь, ну, твое мнение, как это исправить, что бы ты мог подчеркнуть? Знаете, я вообще считаю, что часто надо собирать экскурсоводов в Абхазии. Они вам обо всем расскажут. И о плюсах, и о минусах. Вот. Но из минусов в стране не хватает чистоты. Давайте абстрагируемся от того, что я абхаз, это моя родина. Вот мы перешли границу с Россией, попали в Абхазию. Садишься ты в машину. Общественный транспорт, так говорить, да? Хотя есть тоже проблема в Абхазии. И вот ты выехал в сторону там, Гагры, Сухума. Что ты видишь по сторонам? Ужас. Да. Ты знаешь, да, о чем я говорю? Я знаю. Вместе с тем, говорю, что вот вы знаете, все плохо. Я не люблю такие вещи. Знаете, это из крайности в крайность получается. Есть минусы, есть и плюсы, безусловно. Послушайте, ну, действительно, в сфере туризма тоже же многое делается. Многие объекты восстановлены. Какие-то объекты сейчас реставрируются. Сейчас в Гагре идет реставрация очень красивого здания между колоннадой и рестораном Гагребш. Там можно сделать пешую прогулку с людьми, чтобы не увидели, да. Или, скажем, та же колоннада, тот же парк. Там, правда, в парке еще есть здание, которое надо восстановить, но это же сделали. Посмотрите в Гагре. Я помню Гагру после войны. И сегодня это две большие разницы. В новом фоне там есть проблемы с Псырцхой. Там нужно привести эту реку в порядок. Вот. Но вместе с тем, посмотрите, отреставрировали ЖД-станцию Псырцха. Красиво. Очень. Хотя, вот ты знаешь, очень странно, у меня есть некоторые мои гости, кто говорят, что вот когда он был такой заброшенный, была какая-то своя атмосфера. Я говорю, ну послушайте, ну он же развалится со временем, да? Вот. В Сухуме, да, сейчас делают набережную Диаскуров. Ну, набережная Махаджиров приведен в порядок. Там вот по вечерам сейчас сделали подсветки. Очень красиво. Новая Зиарица. Новая Зиарица, хочу сказать, что тоже есть проблемы на самом деле. Ну, послушайте, сколько лет прошло, там есть лестница, когда ты спускаешься, там проходишь мост, и по правую сторону вниз идет спуск к берегу Пицунды, извините, к набережной Озиарица. Но неужели нельзя за эти, сколько уже там времени у нас прошло, эту лестницу отреставрировать, отремонтировать, в конце концов. Там, кстати, падали люди, ломали ноги, что вы понимали, вплоть до этого. Это что, так сложно за 32 года? Вот. Но вместе с тем, и даже на территории Ринского парка много чего делается, обновляется. Ну, слушайте, развитие есть. Конечно, я понимаю, мы все люди, и вы знаете, нам хочется, чтобы вот так вот, знаете, одним щелчком, чтобы все было, там, не знаю, прекрасно. Но мое мнение, что можно было сделать намного больше, чем сделано сегодня. Это факт. Вы знаете, когда у нас растут гостиницы, а местами у нас дороги разбитые. Ну, это неприемлемо, конечно, да, это надо убирать. Да. И с сервисом, правда, есть проблемы. Это тоже факт. Знаете, как-то вот недавно тоже тут был гость и говорит, ну, Денис, где вот там можно пожить в шикарном отеле, мол, вы говорите, что в Абхазии такого нет. А как это нет в Абхазии? Ну, все зависит от ваших возможностей. Я говорю, а скажите мне, а где не так? Вот где не так?
Я тоже куда-то езжу, где-то бываю, я же тоже вижу. Извините, но ты не можешь жить в пятизвездочном отеле за 1000 рублей. Быть такого не может. Да? Поэтому, конечно, и в Гагре, и в Сухуми, и в Пицунде есть хорошие отели, хорошего уровня. Вот. Поэтому все зависит от возможностей определенно. Видите, как красиво здесь. Уважаемые гости, все подходим сюда, пожалуйста. У вас будет около часа времени, можете спокойно тут прогуляться, пройтись и запечатлеть нашу столицу. Вы знаете, уважаемые друзья, когда к нам приезжают, да, гости нашей страны, нашей столицы, я всегда начинаю со слов «Бзела, Шабет, Хахтанакалак, Ауака». Добро пожаловать в нашу столицу, в город Сухум. Ну а сейчас мы с вами находимся на набережной города Сухум. Прежде чем мы с вами пройдемся и увидим некоторые красивые здания эпохи Российской империи, мы с вами поговорим в первую очередь, наверное, о нашей прекрасной природе. Да? Здесь в Сухуме вы все-таки находитесь в такой, да, субтропической стране, здесь очень много деревьев, растений. Для них это, наверное, в диковинку, да, там видите какие-то пальмы разные. Пальмы у нас действительно разные, их несколько видов. Давайте, наверное, начну с вот этих красивых пальм, которые здесь вот высажены. Это пальма Вашингтония называется. Родина этой пальмы – это Мексика. Но так эти пальмы названы в честь Джорджа Вашингтона, президента США. Поэтому пальма называется пальма Вашингтония или Вашингтон, если быть более точнее. Здесь находится парк имени Баграта Шункуба. Он написал книгу на абхазском языке, которая называется «Ацинчарах». Но на русский язык перевели как «Последний из ушедших». Это о народе убыхи, которые жили от реки Шахе до реки Сочи-Хоста. И эта книга именно о них. Кстати, книга основана на реальных событиях, очень интересная книга. Эту книгу перевели на разные языки мира. Памятник Баграта Шункуба находится здесь, в парке. Там же находится его могила, кстати. Вот там вот. Здесь вы видите фонтанчик, вот там фонтанчик. Кстати, вот помните, в советское время было такое, что ты мог приехать в курортный город, были такие фонтанчики, можно было спокойно выпить воды, да, не опасаясь за свое здоровье, да, чего сегодня не скажешь, да, зачастую. Но, кстати, здесь это можно. Любой из вас желающий может подойти к вон тому вот фонтанчику и спокойно выпить воды, уважаемые друзья. Далее, наши фонтаны, уважаемые друзья. Ну, фонтаны это у нас грифоны. Что такое грифон? Это львы с крыльями, которые символизируют силу на земле. Были установлены грифоны здесь в 50-х годах 20 века. По поводу вот этого вот здания. Это Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба. На вот этом месте, на месте вот этого здания, раньше, в эпоху Российской империи, стало другое здание очень богатого купца Якимия Алаизии. Но, к сожалению, во время бомбежки Сухума, во время Великой Отечественной войны, то здание фашистская Германия уничтожит. В 50-х годах прошлого века открыли вот этот театр, построили в стиле ампира. Очень красивое здание. В честь которого назван театр, да, имени Самсона Чанба. Вон там находится бюст по левую сторону от входа в театр. И вон там, где стена, там стоят бюсты наших актеров очень известных. Шарах Пачаля, Минадора Зухба, Лео Касланза, ну и так далее, уважаемые друзья. Мне кажется, Денис, ты озвучил одну из самых важных, на мой взгляд, проблем. Это обязательно экологию. Надо сохранить, нельзя ее засорять. Да. Это очень-очень важно. И на это, наверное, отдельный бюджет должен быть выделен или увеличен максимально. Так как у нас осталось вообще мало времени, я перейду к заключительной части нашего интервью. То есть тебе показалось, что время ты недостаточно распределяешь, и ты решил создать исторический блог. Расскажи, пожалуйста, почему ты его решил, о чем он, вообще какая твоя деятельность и для чего, какой результат ты хотел бы достигнуть? Да, есть страницы в ТикТоке, есть группа в Фейсбуке, и сейчас у меня есть канал Дамхорц, где я выкладываю, по моему мнению, какие-то интересные вещи. Ну, там не только об истории Абхазии, а вообще об истории Кавказа. Там и этнография, история, и топонимика, ну и так далее. Но в Телеграме я этим начал заниматься только не так уж и давно, буквально где-то в ноябре месяце. Вот. Я хотел бы все-таки донести, в первую очередь для наших, кстати, нашу историю. Это очень важно. В информационном пространстве должны быть каналы.
над этим надо обязательно работать. В современное время информационные технологии нам дают такие возможности. Но мне кажется, что иногда мы тратим время не на то, если честно. Вы знаете, здесь вот сзади нас вот лежат книги. У нас много людей читают книги. Это же такая вообще общемировая тенденция, да? Люди в современном мире мало читают. Да? Они хотят видеть красивые ролики в ТикТоке, в Ютубе, там, в Инстаграме, ну и так далее. Люди сегодня вот смотрят глазами, да? Они хотят это видеть. Это, опять-таки, не просто ролик, он должен быть красиво сделан, с красивой графикой. Да, конечно, на все это нужно время, деньги. И я считаю, что нашему государству вообще есть над чем задуматься. Конечно, лично я хотел бы большего сделать, но на все нужно время, силы, средства, а это все не так-то легко на самом деле. Но будем продолжать в любом случае. Вы знаете, иногда бывает, что я иногда пропадаю из информационного пространства, там бывает, встречаю людей, меня спрашивают, Денис, а вот вас не видно, не слышно. Такой, ну... Денис один, их не трое. Да, иногда хочется клонироваться, да. Но на самом деле это вызывает восхищение твоей деятельности, сила характера. Я знаю, каково это быть вопреки. У нас все держится на энтузиазме, к сожалению. Знаете, безусловно, я получаю эту критику от наших, что вот, Денис, вот ты не прав, вот так не надо. Ну, вы знаете, я всегда говорю, у меня есть свое мнение. Если вы знаете, если человек вот мне скажет, Денис, вот что-то в детстве, мне кажется, ты не прав, а должно быть вот так, если это здоровая критика, я всегда это принимаю. Я знаю тебя уже много лет, и я знаю, когда ты что-то делаешь, что делаешь это искренне. И вообще, на самом деле, люди должны... Я не зря об этом в начале интервью упомянула. Нужно смотреть на многие вещи под другим углом. А чтобы на них смотреть под другим углом и не реагировать так, как реагируют многие на Кавказе, нужно повышать образование. Тогда не будет ощущения того, что тебя обкрадывают. Тогда ты спокойно можешь говорить не только свою историю, но и историю соседних регионов, соседних народов, как они переплетаются. Ты уже видишь в этом не отрицательный фактор даже, а положительный. Вы знаете, иногда очень важно вот взглянуть на историю вот как бы сверху, да, попытаться увидеть немножко как все по-другому. По поводу того, что, да, не ошибается, кто ничего не делает, это действительно так. Но вы знаете, хотя некоторым хочется сказать, но если вы считаете, что я не прав, что мне это не нужно делать, ну встаньте, да вы сделаете. Но вы же не делаете. Вступите в дискуссию, подготовьте материалы. Конечно, это естественный процесс. К сожалению, вы знаете, люди очень часто, ничего не читая и так далее, у них какое-то свое мнение, не знаю. Вообще интернет-пространство очень насыщен очень часто ложными тезисами. Или вот та же Википедия. Ну, слушайте, полагаться в плане, вот в историческом плане на Википедию я бы не очень рекомендовал бы, если честно. Там может заходить чуть ли не любой человек и заниматься редакцией. Это как-то несерьезно. Нужно уметь читать нужные книги на самом деле. Ну, чтобы найти нужную книгу, то надо перечитать перед этим много книг. Конечно, много надо читать. Послушайте, я уже занимаюсь историей, какой год. Вы знаете, я до сих пор очень многие книги не почитал, которые хочу. Вот. И как вот, например, да, я вот копаюсь в каких-то источниках, я вот думаю вот так, а тут выясняется, что, оказывается, было не совсем так. Да? То есть это постоянная работа над собой. Я благодарю тебя за всю твою деятельность, за твое стремление, за характер. Наше интервью я закончу словами своего старшего товарища историка, который говорил: изучай историю, изучай историю, изучай историю всего Кавказа, и тогда ты на все вещи, на все события будешь смотреть иначе, под другим углом. А как бы ты закончил наше интервью? Скажу так. Я вот как историк, я бы посоветовал людям постоянно не смотреть назад. Изучение истории важно для того, чтобы не совершать ошибок в будущем и в настоящем. Потому что, когда ты изучаешь историю, ты понимаешь, что вот мы не достигли вот такого
потому что в нашем прошлом было вот это. Вот для этого нужно изучать свою историю. Особенно нужно людям объяснять культуру, традиции. Вы знаете, культура народа – это не что-то такое, знаете, статичное. Да? То есть оно всегда меняется. Вы знаете, если вы откроете, почитаете о культуре кавказских народов там, 19 века, да, вы удивитесь, таких вещей сегодня уже нет. Да? Поэтому надо развиваться. Какие-то вещи из прошлого, изучив их, какие-то вещи, наверное, действительно нужно вернуть, а какие-то вещи оставить в прошлом. Мы всегда должны идти вперед. Будущее надо делать сегодня. Не завтра, послезавтра. Сегодня.